Всем привет! С вами Куркума и Welcome to Jamrock, первый русскоязычный канал о жизни и культуре Ямайки. Если вам интересна эта тема, то советую подписаться. А если вы, как и я, хотите знать об острове все, то рекомендую также заценить и библиотеку Jamrock. Это закрытый телеграм-канал, в котором хранится масса интересных книг о Ямайке и дансхолле. Публикуются их переводы и проходят обсуждения прочитанного. На этой неделе проекту исполняется год, и в честь дня рождения библиотеки я объявляю акцию. До конца января приобрести читательский билет можно будет со скидкой в 50%. За подробностями обращайтесь к нам в Инстаграме, Телеграме или ВКонтакте. А сейчас давайте узнаем, что важного произошло на острове за минувшую неделю. Вы смотрите новости Ямайки. Сегодня в выпуске. Дансхолл за PNP. Как готовятся к выборам известные артисты. Тайла Джи против Диндонга. В чем причина конфликта? Миллионы от картеля. Как артист влияет на экономику Ямайки? Ямайка готовится к одним из самых значимых выборов в своей современной истории. Однако в центре внимания не только политика, но и популярная культура. 19 января несколько дансхолл-артистов выразили свою поддержку Народной национальной партии, выступив на ее предвыборном митинге в Кейф-Вэлли, Сент-Энн. На этом крупном мероприятии присутствовали многие видные члены оппозиционной партии и ее лидер Марк Голдинг. Среди вышедших на сцену исполнителей были такие звезды, как Попкан, Хроник Ло, Джавилани и другие. Эти артисты пополнили и без того длинный список местных исполнителей, которые уже публично выражали свою поддержку PNP. В их число входят, например, Вайбс Картель, Биниман и Буджу Бантон. Митинг в Кейф-Вэлли, конечно, не обошелся без инцидентов. В соцсетях завирусился момент, когда Хроник Ло во время своего выступления употребил знаменитую ругательную фразу. Причем именно тогда, когда за его спиной оказался сам Голдинг. Очевидно, артист просто забыл на мгновение, где находится, и начал взаимодействовать с публикой в своей привычной манере. Услышав нецензурное выражение, Попкан тут же поспешил забрать у коллеги микрофон и извиниться перед зрителями. Напомню, что всеобщие парламентские выборы пройдут на Ямайке в 2025 году. Дата пока не определена, но они должны состояться не позднее ноября. Выбирать будут депутатов Палаты представителей, которые затем сформируют правительство. Всего их 63. Именно это голосование определит, останется ли у власти лейбористская партия Ямайки, возглавляемая Эндрю Холнесом, или ее сменит Народная национальная партия во главе с Марком Голдингом. На данный момент GLP удерживает власть уже почти 9 лет. Их победа в 2020 году стала сокрушительной. 49 мест против 14 у PNP. В последние годы партия активно работала над экономическим ростом. Однако оппозиция критикует их за высокий уровень преступности, социальное неравенство и недостаточные усилия в борьбе с коррупцией. Кстати, еще один важный момент по поводу этих выборов. Вполне возможно, они пройдут на фоне перехода Ямайки к республиканской форме правления. По крайней мере, правительство планирует вскоре принять соответствующие реформы, чтобы наконец-то выйти из-под власти британского монарха. И, конечно, это исторический момент для всего острова. Но далеко не все ямайские артисты сейчас заняты предстоящими выборами. Многих намного больше заботят своя собственная жизнь и карьера, а также неизменно связанные с этим скандалы. Последний разгорелся между Тайла Джи и Диндонгом, который недавно выпустил трек под названием «Dansa Boy». Это песня о самом Диндонге. Можно сказать, саморефлексия касательно его музыкальной карьеры. В клипе артист находится на допросе в полицейском
полицейском участке и ведет напряженную беседу с детективом, роль которого также исполняет он сам. Среди прочего, в треке есть строчки о том, что Диндонга несправедливо удалили с какого-то ремикса, якобы из зависти к его хиту «Флинк». Популярный инстаграм-аккаунт The Tropics задался целью выяснить, что за ремикс имеет в виду артист. Опубликовав отрывок из клипа, издание задало подписчикам вопрос: как, мол, считаете, кого здесь обвиняет Диндонг? Пишите свои мысли. Пользователи уже начали было предполагать, что речь идет о Ти-Джее и его знаменитом дрифте. Но в разделе комментариев неожиданно появился еще один известный дансхолл-исполнитель – Тайла Джи. Отметив Диндонга, он напомнил, что не работает с артистом с 2017 года и заявил, что тот с тех пор начал копировать его стиль. Исходя из этого, комментаторы начали склоняться к тому, что речь в Dance Boy идет о хите Тайла Джи Touchdown, решив, что Диндонг рассчитывал появиться в знаменитом ремиксе этого трека с Ники Минаж и Вайбсом Картелем. Однако редакции Welcome to Jamrock кажется, что весь сыр-бор разгорелся из-за Юзимият ремикс. Эта совместная работа с Тайла Джи и Диндонга датируется как раз 2017 годом. Клип к этому треку до сих пор можно найти на ютубе. А вот если вы попробуете отыскать ремикс на Юзиме с участием Диндонга в Spotify или Apple Music, то столкнетесь с неудачей. Ремикс-то там есть, но уже без Диндонга. Артист по какой-то причине исчез и из названия, и из самого трека, как будто его просто вырезали с песни. Юзими. Но пока это только наши предположения. Вы тоже можете оставить свое мнение в комментариях. Как считаете, в чем причина конфликта? Отмечу также, что Тайла Джи не ограничился одними словами. На следующий день он опубликовал превью адресованного Диндонгу диса, который, кстати, записан на тот же ритм, что и известный трек лидера Рейверс Клейверс Surf. 100 grand for the range and it pretty. Pull up with a bag of pound and we lit it. Pussy them a chase like sissy. Say anything violate me a dissy. That the whole a rave and screw fishy. Трек уже набрал массу положительных отзывов в интернете. Также много сторонников нашло и утверждение Тайла Джи о том, что Диндонг копирует его звучание. И судя по вашим комментариям к опубликованной в Jamrock статье, есть такие и среди наших читателей. Так что предлагаю продолжить обсуждение темы под видео. Пишите свои мысли. Ну а я пока жду ответного шага Dance Boy и, конечно, обещаю держать вас в курсе событий. Ни один мой выпуск не обходится без новостей от Вайбса Картеля. И это не потому, что я очень люблю творчество этого артиста. Просто он сейчас действительно настолько активен, что можно хоть каждый день вам что-то рассказывать. Например, 24 января Вайбс Картель пожертвовал $1 миллион ямайских долларов начальной школе Уотерфорд в Сент-Кэтрин. Артист учился там прежде, чем поступить в среднюю школу Калабар в Сент-Эндрю. Администрация уже готовится потратить деньги на важные программы и необходимое для школы техническое оборудование. Известно, что часть средств пойдет на развитие курса по исполнительскому искусству. Также в планах приобрести несколько компьютеров и провести большой праздник для детей. Кстати, это не единственное пожертвование, которое школа получила от семьи Палмер. В сентябре прошлого года сыновья Картеля Ликл Вайбс и Ликл Ладди подарили учебному заведению книги, канцелярские принадлежности и строительные материалы, необходимые для проведения ремонта. Осмелюсь предположить, что $1 миллион, который Картель передал своей родной школе, был заработан артистом на концерте Freedom Street. Вот такие приколы бывают у нас в Тбилиси. Иногда внезапно отключают свет. Конечно же, всегда в самый подходящий момент. В общем, спустя 2 часа я продолжаю. Грандиозное шоу, прошедшее в новогоднюю ночь на национальном стадионе Кингстона, до сих пор активно обсуждают на острове. Оппозиционный сенатор Ламбрент Браун, например, недавно заявил, что концерт Картеля принес экономике Ямайки сумму от $1,5 до $2 миллиардов. По его словам, артист за одну ночь сделал для материального благополучия страны больше, чем правящая партия за минувшие 9 лет. Подписываться под этим мнением, не имея перед глазами точных цифр, не стану, но за Картеля предлагаю порадоваться. И сам заработал, и школе родной $1 миллион подарил, и экономику Ямайки нифигово качнул.
Красавчик, иначе и не скажешь. Также, кстати, важный момент, который отдельно отметили многие ямайские СМИ. Freedom Street прошел без серьезных инцидентов. На стадионе никто не стрелял, никого, соответственно, не убили, да даже все машины на парковке остались в целости и сохранности. Впервые за многие годы проведения массовых мероприятий обошлось без краж и угонов. На этом у меня все на сегодня. С вами была Куркума и новости Ямайки. Увидимся через неделю. Jump rock, jump with the thugs and jump back. Pound a weed in a van back. It inna your handbag, your knapsack, it inna your backpack. The smell of your girlfriend contact. Some boy not know.